Здравствуйте! Тема сегодняшнего курса – информирование избирателей и предвыборная агитация. С нами сегодня эксперт по выборам Бакыт Самаков. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что такое информирование избирателей? Прежде всего, в соответствии с конституционным законодательством о выборах, информирование избирателей включает в себя подготовку и распространение информации о всех этапах избирательного процесса, о порядке назначения выборов, порядке формирования избирательных комиссий, о деятельности самих избирательных комиссий, порядке формирования и внесения изменений в списки избирателей, порядок участия в голосовании, определение результатов выборов и, естественно, публикация уже итогов самих выборов. Информирование. Необходимо также отметить, что информирование осуществляется на всех этапах избирательного процесса. Информированием средства массовой информации. Здесь необходимо также отметить, что средства массовой информации при информировании, информационные сообщения не должны сопровождаться какими-либо комментариями в отношении отдельных политических партий или кандидатов. В противном случае это будет расцениваться как агитация, предвыборная агитация. Информирование избирателей и иных субъектов избирательного процесса обо всех этапах проведения выборов осуществляется на постоянной основе с момента начала самих выборов и до завершения самого избирательного процесса. Государственные телерадиоорганизации должны предоставить достаточно бесплатное эфирное время для Центральной избирательной комиссии, чтобы Центральная избирательная комиссия могла информировать избирателей о порядке голосования, как можно себя уточнить в списках избирателей, каким образом необходимо участвовать в голосовании и другую необходимую информацию, которая необходима для граждан и непосредственно избирателей. При этом распространяемая информация не должна создавать предпочтения в отношении отдельных политических партий или кандидатов, иначе такая информация будет считаться как предвыборная агитация, может быть засчитана как предвыборная агитация, и за это законодательством предусмотрена соответствующая ответственность. А каким образом СМИ и интернет-изданиями должно обеспечиваться равенство кандидатов и политических партий? Прежде всего, содержание информационных материалов должны быть объективными, достоверными, не отдавая предпочтение какому-либо кандидату либо политической партии. Весь объем, который предоставляется той-либо политической партии или какому-либо кандидату, должен быть равным. Если одной из политической партий или кандидату предоставлено определенное эфирное время, печатная площадь или возможность выступления, предоставления своих агитационных материалов, в таких же объемах и по таким же расценкам должны быть предоставлены и другим кандидатам. Кроме этого, средства массовой информации не должны допускать публикации сведений, порочащих честь и достоинство кандидатов, деловой репутации политических партий. Это касается всех, а то, что эфирное время, площади, это касается государственных, СМИ? Это всех касается. Также необходимо отметить, что публикация освещения результатов общественного мнения также является одной из частью информирования. При этом при публикации результатов общественного мнения необходимо обязательно указываться информация, кто осуществил опрос общественного мнения, количество респондентов, в каком регионе этот опрос производился. Также необходимо отметить, кто был заказчиком данного опроса. В случае, если будет публикация опросов общественного мнения без указания тех данных, которые я перечислил, данный информационный материал также будет считаться агитационным. Также необходимо отметить, что информирование должно предоставляться, информирование и доведение информации до избирателей должно осуществляться доступными средствами для всех категорий избирателей. Это молодежь, женщины,
лица с ограниченными возможностями здоровья. Непосредственно в конституционном законодательстве содержится норма, что все информационные материалы должны сопровождаться субтитрированием с помощью сурдоперевода. Также для лиц с проблемами зрения выпускаются материалы с использованием шрифта Брайля. Вы сказали, что СМИ и интернет-издания активно участвуют в агитации. Ну, вот расскажите, пожалуйста, подробнее про предвыборную агитацию. Ну, прежде всего, для того, чтобы средства массовой информации или интернет-издания могли участвовать в предвыборной агитации, они должны пройти аккредитацию Центральной избирательной комиссии. Средства массовой информации, также интернет-издания, которые не прошли аккредитацию Центральной избирательной комиссии, они могут осуществлять только информирование и освещение выборов, но при этом не могут участвовать в предвыборной агитации. Для того, чтобы участвовать в предвыборной агитации, средства массовой информации, интернет-издания за 20 дней, в течение 20 дней после объявления о назначении выборов предоставляют в Центральную избирательную комиссию сведения о размере и способах оплаты за предоставленное эфирное время, печатную площадь и иные площади. Вот. И Центральная избирательная комиссия, в свою очередь, не позднее 25 дней публикует это для общего, публикует в тех же средствах массовой информации на своем официальном сайте, публикует данные сведения для того, чтобы политические партии, кандидаты и лица, которые участвуют в предвыборной агитации, имели возможность ознакомиться с данной информацией. И также публикует список аккредитованных средств массовой информации, чтобы у всех была информация, кто имеет право, какое средство массовой информации или интернет-издание имеет право участвовать в предвыборной агитации. Стоимость предоставленного эфирного времени печатной площади не может превышать стоимости, которая была установлена средством массовой информации или интернет-изданием за 6 месяцев до назначения выборов. Спасибо огромное за интересную беседу. С нами был эксперт по выборам Бакыт Самаков. Еще раз благодарим за ваше время. Спасибо.